Испытано на себе. Друзья, всем привет! Вы на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». С вами вновь Руслан Ачиров. И сейчас я нахожусь в городе Новосибирск. Если быть точнее, то в Бердске. Позади меня находится завод надувных лодок, которые знают абсолютно все. Это лодки Solar. У меня у самого есть стрела 470. Я ее очень доволен. И, конечно же, испытал ее на себе уже в течение 3 лет. Находимся в сервисе компании Solar, где нам расскажут, как ремонтируются лодки. Добрый день, зовут меня Александр, я занимаю должность руководителя сервисного центра. Непосредственно я занимаюсь приемом лодок на ремонт, на гарантийный ремонт, на постгарантийный ремонт, так скажем, сервисные работы. Что касается ремонтов, и также лодки поступают к нам в большом объеме на тюнинг. Это дублирование, ну и всевозможные установки доп. И вещей, таких как трансовые плиты, фальшборта и ну, все, что душе угодно человеку. В общем, первым делом, когда уже лодки, клиент собирается отправить лодки, неважно, гарантийные они, ремонтные и все остальное, они связываются с нами, соответственно. Отправляют, как правило, со всех уголков России, отправляют транспортными компаниями. Здесь мы получаем на терминале лодку, забираем, предварительно мы знаем, что с ней делать. Если лодка идет гарантийная, если она не превышает, ее срок эксплуатации 2 лет не превысил и что-то с ней случилось, соответственно, она приходит к нам по гарантии, а здесь мы уже визуально определяем, по чьей вине это произошло. Либо это банальный перегрев, либо банально перекачал, либо где-то напорол, проткнул и все остальное. Это обычная ревизия. Происходит, выявляется в процессе обычной ревизии, накачали, пропшикали, просмотрели, можно даже пройти какому-то там какой-нибудь лодки, у нас там 500 стоит, можно по ней, но можно вот здесь, допустим. То есть вот это все лодки? Это все лодки, да, которые приходят нам на гарантию, на сервисный ремонт. Это, как правило, они лежат здесь. Там готовые у нас на тюнинг вот лодки, ряды, не знаю, Эдельвейс вроде как покупатель, заказчик. Ну вот, допустим, пришла лодка. Но это лодка новая, но на примере можно ее рассказать. Вот накачали мы лодку, прошли ее, просмотрели. Взяли обычный мыльный раствор, пропшикали, что с ней, где травит. Но предварительно мы уже знаем, что с ней делать, по словам клиента. Все это, конечно, отражается в программе. 1С у нас ведется программа, составляются акты приема. Кратко описываем работы, которые необходимо провести с лодкой. Если это тюнинг, установка, допустим, фальшборта. Вот. Лодка, как правило, приходят свежие, люди хотят усовершенствовать, там, модернизировать все остальное и все на нее повешать. Сложнее ситуации происходят с лодками, которые приходят в ремонт. Здесь как бы работы все понятны. Фальшборд, либо там дублирование, ну здесь она не дублированная, бронированная, так скажем. Здесь все понятно с ней. Все, что нужно установить, устанавливаем. Сложнее ситуации, допустим, с ремонтными лодками или гарантийными лодками. На каждой лодке есть ВИН-номер с датой производства, где мы сразу понимаем, что вот F6 это у нас F это месяц по счету, английский алфавит, и шестерочка это наш год. Она 16-го года эта лодка, сборка 16-го года. Соответственно, у нее уже давно гарантийный срок вышел, и мы ее начинаем, так скажем, делать ревизию. Пропшикали, посмотрели, где-то что-то травит. Вот у нее, допустим, если мне память не изменяет, было травление швов.
Соответственно, мы это все переклеили, переделали, накачали. Вот здесь, кстати, донышко еще накачается. Накачали, поставили, и она у нас стоит сутки под давлением нормы. То есть 0,25 это у нас баллоны, 0,32 донышко. Чаще всего 0,35 качаем. Как бы там все выдержит, все хорошо, все нормально, все проверяется. Если гарантийные ремонты, многие приходят лодки по гарантии с неисправной дном. То бишь это либо травление, как правило, периметра травления, травление тоннеля, бывают часто такие случаи, либо нарушение геометрии. Самый сложный момент – это нарушение геометрии донышка, а соответственно потери ходовых характеристик, нормальных ходовых характеристик лодки. Принимаем решение замена дна. Вот у нас в раскроенном цехе как раз стоят готовые донышки, вон он ряд больших, это уже донышки нашей сборки, мы сами собираем здесь их, вот они сейчас стоят накачанные, тестируются. В процессе мы поймем, где какая-то, если есть какое-то травление, мы сразу поймем. Соответственно, поменяли, взяли новое дно, поставили его, установили на лодку, и как нам проверить, что она исправна? Выходим на воду. Выходим на воду, катаем, бывает и декабрь месяц, и январь. Но, тем не менее, мы катаем, смотрим эту лодку, спрашиваем у заказчика, какие там у него, у хозяина, владельца, так скажем, какой у него мотор. Подбираем наш мотор, ставим, устанавливаем, настраиваем и выходим на воду, а там уже все понятно, очевидно будет с ней, с этой лодкой. Также лодки после ремонта оформляются все документы. Соответственно, если это платные какие-то сервисные работы, ремонты, оформляются документы, реализация, все для заказчика упаковывается в коробку, если ей далеко ехать, если не самовывоз. Многие, если, допустим, местные заказчики, они говорят, мы сами заберем, приедем, не надо вам упаковывать. Вот в таком виде они уезжают в транспортную компанию. Вот в таком. Приезжают они абы как, конечно, приезжают и бывает так свернутые, сломанные, всяко отправляют. Да, ну бывает такое, да. В основном вот уезжает так. Вот недавно были на эксперимент, катали вот такая будущая лодка, так скажем, донышки пришли. Это новые дно, пластиковое дно. Пластиковое дно. Катали не так давно. Новая модель, да? Да, совершенно новые модели. В продаже они, наверное, только-только появились. У нас есть один вариант. Сейчас зайдем в сервис, в цех, посмотрим ее прямо вживую, как она выглядит, красивая, хорошая. А это была на тесте? Это нет, это пришли только еще на доработку, так скажем. В общем, работы по тюнингу. Ну, как мы видим сразу, это фальшборд. То есть вы можете здесь, допустим, человек купил стандартную лодку, отправил вам, и вы можете... Да, если изначально человек не установил, допустим, заказчик не установил на нее, можно при покупке, при приобретении сразу заказ оставлять на доработку. Если этого не делал человек, ну, думаю, похожу, проверю, присмотрюсь, лодка понравится, потом, как правило, это такие все клиенты нам попадаются. Соответственно, присылает нам на тюнинг, мы ее приходим, принимаем, смотрим ее, делаем ревизию, все хорошо с лодкой, все нормально. Все, что хочет человек. Вот там будет более понятно, потому что у нас там, вот, допустим, каркасы, корзины, вот эти тарги, все стоит, все установлено. Тарги вы тоже сами делаете? Да, это у нас изготавливают под нас. Алексей там вам подробнее расскажет, где кто что делает. Вот первый, самый распространенный вид тюнинга – это дублирование. Это так называемое бронирование пленкой, полиуретановой пленкой. Здесь вот использовали 0,8 пленку черную, чаще всего ей. Вот, допустим, стоит лодка в ткани. Это 650-я тряпочка, да, вот она черная. Ну, пусть она не такая прочная, как полиуретан, но тем не менее есть такие заказы. Ну, их все меньше. Она скользит лучше, наверное? Нет, полиуретан все-таки, да, полиуретан он лучше скользит по воде. Но все равно здесь какая-то есть шероховатость небольшая, там она вообще отсутствует. В плане не по воде, а по камням? По камням. Это ткань ПВХ, полиуретановая пленка, она специально и служит для этого. Она очень прочная, ее проткнуть тяжело. И в свою очередь она очень мягкая. Можно сворачивать спокойно ее, она поддается сворачиванию. Если взять при температуре где-то плюс-минус там 5 градусов, там 10, это еще тепло, хорошо, 5 до 0,
очень тяжело свернуть ПВХ. Да, ПВХ, обычную ПВХ, тряпку. Полиуретан очень хорошо сворачивается, мягкий, прочный. Вот так. Следующая система усиления. Система усиления транса устанавливается. Устанавливаются адаптивные плиты трансовые с амортизаторами. Устанавливаются. Также здесь именно вот на этой лодке установлен регулируемый транец средней серии. Это для, так скажем, быстрого. Для быстро съема. Да, нет, быстро поднять, опустить там где-то на ходу, все это можно отрегулировать. Ну вот этот ранец, он подходит только для водометного варианта мотора. Да, это только для водомета. Да. Есть еще, конечно, трансы винтоводомет, так называемый, что можно отрегулировать. Ну, у него высота, конечно, будет по основной транец. Изначально лодка же у нас идет под, основной транец идет под винт. Соответственно, в комплекте вкладывается накладка. Вон она стоит на оранжевой лодке. Ну и там бушная, это я настраивал, там регулировал. Она идет в комплекте под водомет. Каждая настраивается лодка индивидуально, потому что все-таки сборка ручная, где-то какие-то миллиметры высоты могут пролетать. То есть интерцептор, завал, может быть какие-то миллиметры. Поэтому мотор, каждый мотор регулируется плитой индивидуально. Каждая лодка, на каждую лодку. Здесь уже у нас вариант такой, что мы можем поставить, установить транец, повешать мотор и на ходу уже смотреть. Там такой возможности нет. Там возможность вот прикрутил, поставил, повешал, выставил, все. Потом придется уже пересверливаться. Единственное, что мы можем там подложить что-то, если у нас низковато. Там, ну это опять же тоже нам немного даст на высоты. Также усиление. Усиление держателей, профилей. В виде полумесяца с двух сторон фиксируется. В этом месте уже нагрузка будет меньше на профиль. Его не будет так тянуть. Ну, система — это разгрузка транса, передача силы на конуса. Также есть тарга. Это вот новые модели тоже вот сейчас идут с корзинами, потому что проблема у нас сразу возникает, как поставить корзину отдельно и поставить таргу. Да, если мы ставим таргу, соответственно, корзину мы прилепить уже не можем. У нас, ну, как-то надо что-то делать. Укорачиваемый фальшборд, это под заказ тоже делают укороченный фальшборд, чтобы специально поставить таргу с корзиной. В принципе, по этой лодке... Тарга, она добавляет жесткости для сохранения мотора. Ну, в первую очередь, да, это безопасность. Вот по мне, так это в первую очередь безопасность. Ну, жесткость, да, жесткость баллона небольшая все равно сохраняется, ну, увеличивается небольшая жесткость за счет того, что обвязывается, крепится. Так он можно даже к смайлику подойти, этот смайлик наш. Также устанавливаются сидушки, платформы, поворотные. Здесь вот, кстати, вот двойная система стоит, назад-вперед. Да. Внутрь делают и назад делаются. Также вот у нас есть услуга такая, установка дистанции. То есть заказчик привозит мотор, привозит все необходимое, либо приобретает у нас. А мы уже здесь, соответственно, меряем расстояние под консоль, с ним связываемся, как ему где удобнее будет сидеть. Все это дело приклеиваем, устанавливаем, настраиваем, машинки, тросы, все цепляем, подключаем. То есть лодка под ключ готова, все на дистанции уже. Испытано на себе. Испытано на себе. Вот здесь прозрачный полиуретан. Вот он, пленка прозрачная, ее даже практически не видно. Но если на конуса зайти... А вот это я первый раз вижу. А это так называемые реданы. Они как бы... Поток, да. Не раскидывают в сторону, а поток, лодка устойчивее на поворотах. Это вот Суперджет. Не так давно они тоже вышли, продаются уже, наверное, год-полтора, наверное. Кстати, вот корзина. Делать дно светлым, да? Скажу, почему светлое дно. В первую очередь, когда начали сталкиваться с проблемой отрыва переборок,
начинали понимать, думать, что черная поверхность, она очень сильно притягивает к себе тепло. Соответственно, лодка лежит у нас как положено, ей стоит. Луч падает, нагревает, рвет клеевое соединение, рвет все, возрастает давление, клапан стравливающий не успеет срабатывать, так как клей, клеевая часть, клеевое соединение уже нагрелось, перегрелось, и клей начинает тянуться, плыть. Соответственно, образуются такие волдыри, пузыри на переборках, это отрывы переборок. Поэтому приняли решение уйти на серый цвет. Все-таки серый менее подвержен нагреву. А так вот эти отрывы переборок тоже можно отремонтировать, да? Да, ремонтируется, все это ремонтируется вскрытием, все декорируется, не видно, не слышно, все красиво, хорошо. Ну что, сейчас мы переместились в следующий зал, где вы узнаете об одной новинке от компании Solar. И Алексей сейчас расскажет про тоже одну интересную модель. Добрый день. Это новая лодка. В этом году она уже серийно поступает в массы. 520-й Суперджет Тоннель. Это немножко уже переделанная лодка, потому что она будет делаться под мотор 80 Jet Mercury. На ней уже был заменен транец на более высокий и установлена пространственная рама жесткости. Будет экспедиционник, вместительный, большой. То есть вообще лодка задумывалась вот именно как большая вместительная экспедиционная лодка. Потому что зачастую людям, кто ходит далеко в походы и надолго, там 1000-2000 километров, им просто банально не хватает в лодке места. Здесь габаритная ширина лодки 2 метра 23 сантиметра, кокпит 1,05 м, длина кокпита 4 метра 23 сантиметра. Здесь мы получаем просто кокпит космических масштабов. Уложить можно все, что можно. И вот данный конкретный проект, как я говорил, будет делаться под 80-й джет с пространственной рамой жесткости, с рундуками, с креслами. Будет установлена тарга с багажными корзинами, фальшборд для еще повышения дополнительной вместимости и безопасности пассажиров. Друзья, ну а теперь подошло время для показать вам новинку этого года. Это Solar 470 PND. Суперджет. И поподробнее об этом расскажет Сергей Чесноков, коммерческий директор компании Solar. Ну, давайте я немного расскажу, как устроена эта лодка, из чего она состоит. Вообще, я давно уже наблюдаю за новыми материалами в судостроении. И у меня всегда вызывал интерес материал полиэтилен низкого давления. На сегодняшний день уже многие компании в России, да и, в общем-то, в мире начали изготавливать лодки с применением этого материала. Материал этот чем интересен? Во-первых, он имеет положительную плавучесть. Во-вторых, он очень вязкий и прочный. И очень хорошо ведет себя при каких-то ударах, не испытывая практически остаточных удлинений. То есть он принимает первоначальную форму. Плюс ко всему у него высокая износоустойчивость и низкие показатели трения. Мы решили применить этот материал, исходя из его механических свойств, при разработке лодки совершенно новой концепции. Представляем вам лодку Solar 470 Superjet PND. Она изготовлена из материала полиэтилен низкого давления. Днище лодки имеет толщину 10 миллиметров. Баллон изготовлен из ткани 1100 грамм. И в нижней части проклеен полиуретановой пленкой. Лодка имеет довольно просторный кокпит. Его глубина 47 сантиметров, ширина 90 сантиметров и длина 3 метра 85 сантиметров. Для чего, мы предполагаем, эта лодка может быть использована? Во-первых, для тех, кто занимается какой-то тяжелой работой. Днище из полиэтилена невозможно повредить. В кокпите на полу постелена фанера 9 миллиметров толщиной. И если вам нужна лодка именно под решение каких-то повседневных задач, то вы можете спокойно пользоваться, не боясь его воткнуть. Лодка изготовлена
подразумевает использование в первую очередь мелководное. У нее плоское днище, и в кормовой части у нее имеется тоннель. Тоннель имеет ширину 25 сантиметров, глубину 10 сантиметров. И длина у него 40 с лишним сантиметров. Посмотрите, вот обводы у лодки практически плоские. То есть в нижней части килеватость практически отсутствует. Что это дает? Это дает возможность перемещаться по мелким местам и проходить их более успешно. Почему? Потому что, так как я уже сказал, сам по себе материал полиэтилен низкого давления, он намного более скользкий. То есть вы где-то, если накатом, сможете всегда перепрыгнуть через какие-то каменистые косы. Экспедиционный, профессиональный ремнабор от компании Solar. Что он в себя включает? Такая сумка из ПВХ ткани. В нем есть все необходимое для того, чтобы вы могли произвести ремонт в полевых условиях. Самая значимая и важная часть этого ремнабора – это два надувных элемента диаметром 60 сантиметров и длиной 3 метра. Они входят в комплект. Для чего они нужны? Если вы где-то в походе повредили надувную лодку, если порез довольно значимый, 20-50 сантиметров и более, и не всегда есть время, условия, желание заниматься ремонтом, вы просто вставляете вот этот надувной элемент в порванный баллон и надуваете. Само же отверстие просто порез стягиваете стяжками, которые входят в комплект, и спокойно продолжаете движение. И уже добравшись до дома, до лагеря, принимаете решение, нужно вам ремонтировать лодку или нет. Можно отправить просто ее в сервис, свернуть и отправить, либо отремонтировать. Для этого тоже есть все необходимое. В комплекте входят кисточки, пассатижи, ветошь, шило, стяжки, которые я вам уже показал, клей и ацетон. Ну, ткань, конечно. Также в комплект входит клапан дополнительный и переходничок. Вот такой ремнаборчик. Далее мы выехали из сервисного центра, который находится в Новосибирске, и поехали в город Бердск, на сам завод, где, собственно, и производятся надувные лодки Solar. На сборку. Здесь рабочие места, и люди уже собирают здесь полностью баллоны. Частично баллоны собраны с применением сварочного оборудования. Все баллоны проходят проверку АТК после сборки. Здесь производится проверка баллона на соответствие геометрии, на соответствие герметичности. Баллоны выстаиваются сутки в надутом состоянии, производятся контрольные замеры давления начального, и по истечении суток падение давления не должно составлять больше 10%. Как выглядит сварной шов. Мы работаем на современном оборудовании мирового уровня станки. На сегодняшний день это оборудование есть только на нескольких фабриках в России. И точно таким же способом изготавливаются лодки «Зодиак» для сравнения, то есть для примера, чтобы понимали. Каждая лодка Solar в зависимости от размера содержит или 3, или 4 отсека в обводном баллоне. И вот на этом этапе здесь как раз мы проверяем герметичность переборок между отсеками, что очень важно. Вот они такие конусообразные переборки установлены. И внутри конуса конус вклеен. И вот на этом этапе мы как раз проверяем герметичность, чтобы не было перепускания воздуха из одного отсека в другой. То есть, в принципе, если, допустим, передний баллон надут, то конус может уйти в ту сторону? Да, конечно. Конус, он регулируется давление этим способом, то есть в одну сторону или в другую. А
В каком порядке лучше накачивать? Вообще до придания формы сначала нужно весь баллон накачать. После этого докачиваются носовые отсеки, либо отсек, если лодка маленькая. И после этого уже кормовые отсеки тоже добиваются до рабочего давления. И тогда переборка у вас помещается вот посередине. Вот сюда встает. Получается, мы носовой отсек подкачиваем и конус уходит назад, Да. Потом выравнивается. Фальшборд, бронирование дна, баллонов, фартук, усиление транса. И отсечка даже вот для груза есть на самой части. Все, что обычно доделываем. Да, все то, что обычно раньше в сервисах там доделывалось, лодки ездили непонятно куда, где там по гаражам ремонтировались, доделывались. Здесь уже все учтено. Вы получаете сразу готовую лодку в максимальной из всех возможных комплектаций. Можете оформить заказ сразу у дилера. Лодка придет готовая к дилеру с завода. Вы просто ее надуете, проверите все, заберете и будете пользоваться. Здесь как раз вот участок АТК. Здесь мы еще раз проверяем все, комплектуем веслами, сидушками. Обратите внимание, вот ассортимент выпускаемый, он абсолютно различный. Есть и как мелкие лодки, так и совершенно большие уже. Здесь одновременно выпускаются лодки нескольких модификаций, цветов, размеров. Мы находимся с вами в швейном участке компании «Solar». Здесь производятся чехлы для лодок, упаковки, сумки различные, багажные, мягкие сумочки на сиденье в цвет лодки. Все шьется из качественных материалов. Удобно, с сумкой внизу, и сидеть мягко, и вещи разносят в такой удобно. Вот все шьется здесь. Друзья, хотелось бы Сергея Валерьевича поблагодарить за отличную экскурсию по производству. Но это еще не все. Сейчас мы с вами посмотрим, как правильно сворачивать лодку в сумку. Ну что, сейчас лодка будет сфотографирована и затем уже полностью упакована и отправлена либо заказчику, либо в магазин. Я так понял, что когда делается вакуум, в баллоне, нужно дать внутрь воздуха немного. Дать по чуть-чуть в каждый баллон, чтобы она полегче загибалась. Ага. Ну и чтобы не перетиралась, там. Вот сейчас сфотографировали лодку со всеми исходными данными. И это остается уже в архиве, да? Да. Покупает человек лодку и говорит, что там чего-то не хватает, допустим. Предоставляем фотографии все, что все вот оно, все на месте. Все было.
Производство надувных моторных лодок «Солар» испытано на себе. Испытано на себе.